Ну, вот. Ахтем Сейдаблаев звезда? Ахтем звезда. Да, уже, да. Звезда режиссер, звезда актер, звезда двойная. Там бывает. Ну, он медийное лицо, он публичная персона, он известный актер, он, понятно, что он звезда, да, просто в силу вот этих обстоятельств. Вот. Я знаю, о чем ты хочешь спросить, как я Я даже не знаю, что. о как чем. я отношусь к нему, как к режиссеру и к его работам, да, например. Ну, например, Хочешь же ты сама спросить, задала да? Ну, себе хорошо, этот вопрос, да. Я себе позадаю вопросы. Я Ахтема знаю много лет. И я помню его самый первый фильм, который он делал для телевидения. Это был хороший двухсерийный проект. И, к сожалению, я сейчас не вспомню название, по хорошей театральной пьесе. Он снял такую крепкую историю с хорошими актерами. Вот. И я помню его второй фильм. Я, собственно, ему нашла книгу в качестве основы сценарной для этой работы. «Увядшие цветы выбрасывают» называлась эта история. По-моему, там было 4 серии. Ну, тоже получилась такая, ну, крепкая работа начинающего режиссера. Вот. А потом уже началась история чуть позже, да, уже с Хайтармой и с каким-то большим прокатным кино. Почему я считаю, что звезда во лбу это плохо? Да? У меня есть ощущение такое, что сейчас из Ахтема делают священную корову. Соответственно, его нельзя критиковать. О его фильмах нельзя говорить ну, не то чтобы плохо, а объективно. Даже это уже не принято. Я читала много рецензий на его работы, и на Хайтарму, и на киборгов, на молитву, на чужую молитву. И причем эти рецензии писали уважаемые люди, там, мои институтские педагоги, например. И я видела в этих текстах ужасную вещь. Я понимала, что человеку не понравилась картина, и поэтому он хвалит раму. Это отчетливо видно было в этих текстах? Абсолютно отчетливо. Потому что я, например, знаю, да, вот человека, который писал эту рецензию. Это взрослый, уважаемый человек, педагог, киновед, известнейший совершенно. Ну вот он не смог позволить себе объективную оценку, да, работы Ахтема, той или иной. И меня это возмущает и очень огорчает по одной простой причине. Ахтем Сейдаблаев очень умный и очень талантливый человек. Именно поэтому он заслуживает правды. Честного разговора. Честного разговора. Честного разговора. И если у него в работе что-то не так или не совсем так, ему надо об этом говорить. Он достаточно профессионален для того, чтобы услышать оппонента.